Здравствуйте! Продолжаем делать шкатулочку. Я уже в предыдущих видео показывала, как можно сделать заготовки для шкатулки. Вот такие вот заготовки. Теперь я соединила их. Сначала соединила ко дну 4 стороны. Здесь я все пришивала ниткой с иголкой. Можно, конечно, пользоваться крючком и привязывать. Вот здесь вот привязывать все это крючком. Я сделала все это иголкой. После этого мы соединяем бока. Бока соединили. И только после этого соединяем крышку. Крышку можно соединить, можно оставить так, просто без, можно было прикладывать и все. Но мне вот нравится все-таки, когда она все цельная, эта шкатулка. Что я сделала с крышкой? Крышку можно как оформить? Я вот оформила в середине, связала розочку и пришила. По бокам крючком привязывала бусинки. Здесь, конечно, у кого какая фантазия. Можно здесь и искусственные цветы применить, можно розочки там или какие-нибудь цветы из атласных ленток все это сюда оформить. Но я сделала все-таки попроще. Ну, теперь, чтобы закрыть, я сделала вот такие вот веревочки с пампушечками. Вот они вот у меня веревочки. Я могу их просто взять и завязать. И она у меня будет прекрасно смотреться. Так, теперь, где это можно применить? Ну, я, например, сама все шью для себя. И у меня очень много катушек, ниток. Я могу сюда ложить нитки. Или катушечки, или вот такие вот ниточки и так далее. Все что угодно. Или, допустим, бусы, или бисер. Применение можно найти. Но мне хочется, вот скоро у нас Пасха, применить его для конфет. То есть вот сюда мы положим конфеточки. Вот, заполнили, закрыли крышечкой, завязали. И я уже готова к Пасхе. У меня уже есть конфеточки вот такие. Вот такая вот шкатулка получилась у меня пасхальная. Если вам нравится, ставьте лайки, записывайтесь на мой канал в YouTube и на канал Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Можете смотреть там все видео. Спасибо за внимание.